Довольно многолюдно минувшим вечером было и на республиканском стадионе. Сотни болельщиков пришли поддержать наших хоккеистов. На льду встретились хозяева поля Саяны и самый сильный из подгруппы соперник – Красноярский Енисей-2. Какая получилась игра, расскажет Петр Пермяков. Матч с Енисеем – самая ожидаемая встреча сезона. На ледовом поле лидеры высшей лиги. Молодежка Енисея играла на скорости и атаковала. Но опыт и удача были на стороне Саян. Как результат – красивый и интересный матч. Начало встречи интригующее. Минимальный перевес за абаканскими хоккеистами 2-1. Но после перерыва гостям уже не дали шанса на победу. Саяны ускорились, набрали темп и результативно проводили мяч в ворота соперника. Дальше больше. Молниеносные атаки превращали голевые моменты в отчетливое преимущество хозяев поля. А вот Енисей-2, привыкший к покладистым соперникам и легким победам, растерялся и уже не смог показать что-то похожее на сопротивление. Не узнал их сегодня вообще ни по скоростным качествам, ни по техническим качествам, ни мышления. Но сегодня была просто игра та, которая, в принципе, может быть, к этому и лучше, может задуматься на дальнейшем. Под занавес встречи Саяны увеличили разрыв до 6 голов. Итоговый счет 8-2. Игра не складывалась так легко, как вроде показаться по счету. Но второй тайм мы отыграли сегодня просто здорово. Но я хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что поддерживали нас. Набрав максимальное число очков, Саяны стали лидерами подгруппы. Впереди у абаканских хоккеистов серия выездных матчей. В этом сезоне болельщиков ожидает еще 2 домашних игры. В конце февраля Саяны встретятся с дублем иркутской Байкал-Энергии. Петр Пермяков, Дмитрий Симонов, Вести Хакасия.